Виртуальные ландшафты Дитера Зайта – это особое видение города. То, что для нас стало обыденностью, для немецкого фотографа обрело определенную форму, и Дитер преподносит его жителям разных городов вот в таком виде. А началось все именно в столице Казахстана. Именно здесь Дитер решил, что забор, окружающий стройку, можно использовать как полотно. И вместо унылых серых стен появились реалистичные и яркие фотографии гор, рек и лугов. Возвращение природы в город. Вот как охарактеризовал идею автор работ. Людей в Казахстане раньше окружала природа, а сейчас они живут в больших городах, и вы сделали это за несколько десятилетий. Германии понадобилось более 100 лет, чтобы начать жить в городе. В 2009 году Дитер впервые приехал в Казахстан. Его сразу покорила Астана с ее быстро развивающейся инфраструктурой. Караганда и Усть-Каменогорск напомнили ему промышленные города Германии. Первую серию фотографий очень хорошо приняли у Дитера на родине. Путешествуя по нашей стране, фотограф открывал для себя новых людей и новые истории. Например, я приехал в Караганду и узнал, что история города берет свое начало от ГУЛАГа. Раньше многие люди из Германии были депортированы в этот район. Мне было любопытно, что произошло это культурное изменение, но даже сегодня можно почувствовать историю. Некоторые говорят на немецком языке и живут здесь с тех времен. Фотографией Дитер увлекается с юности. До 20 лет он буквально дни и ночи проводил в темной комнате, проявляя снимки. В какой-то момент заинтересовался социологией и посвятил этому долгие годы. Дитер сделал вывод, что два его любимых дела очень схожи. И то, и другое позволяет изучать и анализировать окружающий мир. Когда я решил приехать в Казахстан и сделать такой проект, у меня было две идеи. Первая – это произвести теоретические исследования, а затем приступить к фотографии. Но эти два аспекта совместились. Разные убеждения в какой-то мере соединяются на фотокарточке. В своих работах Дитер не использует фотошоп. Однако некоторые из его снимков сделаны под таким углом, что с первого взгляда неясно, где заканчивается жизнь и начинается вымысел. И подобные фотографии заставляют зрителей задаваться вопросом, что же есть реальность, а ответ у каждого свой.